Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получать уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Земной вам поклон. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Правдивое гадание о ваших отношениях, что сейчас и к чему все идет. Пожалуйста, кому тема интересна, посмотрите на песочек, подумайте о своем любимом человеке, либо о том, кто вам интересен. Вспомните его глаза, его голос, его улыбку. Закройте глаза, несколько раз позовите мужчину по имени. Вы должны почувствовать его рядом. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Что происходит в наших отношениях и к чему все идет? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, что происходит в ваших отношениях, куда все идет и придет. Что происходит в ваших отношениях? Куда все идет? Куда все придет? Так. Ну что, в ваших отношениях есть любовь, дорогие, сразу. Да, есть любовь. Есть любовь, но при этом есть какой-то холодок. Знаете, вот ситуация, когда мужчина, он как, не знаю, камень, да? Не мычит, не телится. Да? Мужчина в каком-то странном состоянии прострации. И я, честно скажу, не люблю на общих раскладах такие темы поднимать, но идет момент, либо его кто-то испортил, вашего мужчину, либо он подвержен чему-то очень сильному влиянию. Вот попал под чье-то очень сильное психологическое влияние. Вот что идет. Смотрите. Вот оно, ваше сердце любви. Видите? Вы также вдвоем в сердце. Но с его стороны это острый угол. Вы у меня настроены к любви, к отношению. А он, видите, как камень лежит. И что самое интересное, нет дороги между вами. Общей дороги, общей судьбы. Эту дорогу как будто бы стерли. Но с его стороны, смотрите, вот человек, который вот на него очень сильно влияет. Здесь есть человек, который забрал сердце. Понимаете? Тут ситуация сложная, поэтому Песку вышло. Мой вердикт однозначно: есть вмешательство третьих лиц, причем достаточно жесткое, некорректное и, разрушительное. Понимаете, как ни крути, разрушительное. Что сейчас между вами происходит? Ну, охлаждение между вами происходит. Много секретов, много тайн, много недоговоренности. Вы чувствуете, что вы теряете друг друга. Вы, девочки, женщины, не хотите мириться с этой ситуацией. Что бы вы ни говорили, что он там, дескать, обижал, 5-10, нет. Вы все равно не хотите его терять. Вот в глубине души, в сердце не хотите. Вы к нему тянетесь, понимаете, тянетесь к нему. Здесь вы у меня вышли, да, в голове у вас дорога. Дорога общая. Желание быть вместе с этим человеком, в любви, в счастье. Желание быть в одной семье, не знаю, там, рожать детей. Если дети есть, то воспитывать детей. Любить, заботиться, чтобы о вас заботились. У вас с вашей стороны прекрасный тюльпан, понимаете? Тюльпан, который вы растите. Видите, вы собственными руками растите этот прекрасный тюльпан, который смотрит в сторону мужчины. Вы замечательная, вы ангел, вы добрейшая, вы жертвенная. То есть вы этого мужчину холите, лелеете. Кстати, мужчина может быть там не очень, да, по здоровью. Может быть, сейчас у него какой-то не очень момент здоровья, либо будет, вы будете за ним ухаживать, либо уже за ним ухаживали, либо сейчас ухаживаете. Вы уже, знаете, как вы путаете любовь и доброту, милосердие. То есть вы почему-то, больше как к ребенку к нему относитесь, понимаете? Он вам нужен как ребенок. Как ребенок, мой ребенок, я так много в него вложила, я так много сил потратила. То есть какие-то такие моменты идут. Вы эти моменты ему озвучиваете. А знаете, мужчине не нужно это слушать. Мужчина не желает быть ребенком и не желает, чтобы вот к нему так относились, да, такие претензии ему выставляли. Для него очень важно чувствовать, что он там
предел ваших мечтаний, что у него там здрасте овцы, здрасте бык, да, что у него там его волшебная палочка самая лучшая, чтобы вы ему в интиме не отказывали, чтобы вы ему там поперек ничего не говорили, чтобы вы были добрая, покладистая и послушная. Вот это ему нужно. Для него как-то в последнее время особенно. Либо кто-то нажужил его, вот как хотите, мамы, сестры, я не знаю, там коллеги на работе, есть такие ситуации, может быть друг какой-то, да, там что-то рассказывает, отец. Вот кто-то ему подливает, да. Сказать, что у него разлучница появилась, кто-то там пытается его примагичить, ну, я бы не сказала, хотя тоже может быть, да. Но я не вижу, чтобы он открыто с кем-то встречался. Если у него есть жена, то там, конечно, другая ситуация. Но там тоже, понимаете, у него любви к другой женщине, вот прям как к женщине, да, я не вижу. Будь то жена, будь то какая-то там просто дама, да, нету. Нет, он вообще сейчас в таком состоянии какого-то, не знаю, стресса и депрессии. Человек потерянный. Поэтому я говорю, очень похоже на ситуацию, что его, ну, обработали, да, знаете, конкретно. Либо мозги промыли и промывают, либо чем-то его одурманили. Понимаете, какой-то морок навели. То есть у мужчины с его стороны, смотрите, вот с вашей стороны, да, вы цветочек страсти, вы цветочек любви садите, тюльпан. Это же самый лучший цветок вот для Турции. Это жизнь, это и есть сама жизнь, хаят. Что у него? У него птичка, которая лежит на пузике, понимаете, вернее, на спинке пузика вверх выставила. У него дракон, который извергает пламя. У него, ну, в жизни сейчас очень тяжелый период, ему реально очень тяжело. И не знаю, то ли мечты не сложились, да, как-то не оправдались, разбились, то ли он потерпел какой-то крах, падение. Он об этом не говорит, но он из-за этого очень сильно страдает, из-за этого очень сильно переживает. И он, возможно, сейчас он ищет виноватых, да, кто виноват в этой ситуации, кто виноват в том, что, ну, у меня сейчас катастрофа в жизни. А оно так и есть. Смотрите, какой тут дракон извергает пламя. То есть его поджаривают на этом пламени. Плюс, может, у него долги, кредиторы на него окрысились. Может быть, он должен помогать родственникам как-то в тайне, чтобы вы не знали. Он просто сейчас действительно вот эта птичка с поломанным крылом, он не может взлететь. Он не может взлететь, он очень сильно злится, он злится на всех и на вся, и на жизнь, и на судьбу. Тут, знаете, как бы всем под руку попадается. Вот. А вы вот носитесь, да, со своей любовью, со своей страстью, и вы обижаетесь. Вы обижаетесь, что он на вас вот так вот, как дракон, пламя извергает. Вы обижаетесь на то, что он холодный стал, какой-то вот чужой, взгляд у него холодный, чужой. Здесь мужчина вообще мог, да, прийти и сказать, что все, хватит, там, я ухожу, да, нам нужно взять паузу. То есть все могло произойти. Он очень злой на жизнь, на судьбу. И еще раз говорю, очень важно понять, что происходит. Что происходит, из-за чего это все произошло. Но на общем гадании сложно. Вот я вам сказала, два пути я вижу. Либо его одурачили, одурманили, либо слишком сильно за него взялись. Да. Мужчина в любом случае в тяжелом положении. Чего требует его душа? Душа требует спокойствия и любви. Что будет дальше в ваших отношениях? Я не знаю, девочки, как. Здесь не показано. Но я вижу, что все эти препятствия, всех этих людей, которые мешают и с вашей стороны, и с его стороны, вы все это пройдете вместе. Вы вместе это все пройдете. Здесь у меня пара, и здесь у меня пара. То есть вы будете парой. Здесь венец, смотрите, венец по центру. Несмотря на то, что вот это ваше сердце смещено, вот тут в венце, здесь мужчина в руках сердца, а здесь женщина. Понимаете, вы вдвоем. Любовь сильная, любовь мощная, любовь на двоих. Она у вас на будущее идет. То есть, как ни крути, вы вместе, вы любите друг друга, вы счастливы вдвоем. Это будет. Это у вас венец в голове. Да? Это ваше будущее. Будущее уже, скажем так, предопределенное. Да? Оно еще не прожито, но оно предопределено. То есть, если вы
Не побоитесь всех этих препятствий. Я не знаю, с вашей стороны тоже есть препятствия. С вашей стороны есть тоже люди, которые могут там говорить: да ты что, он такой нехороший, он такой плохой. Да, может, кстати, у вас мужчина какой-то тоже влюбленный, ходит, он прячет подарки за спиной, цветочки. То есть, понимаете, тут еще у вас будет такой момент в жизни, когда вы просто, я не знаю, там в стиральной машине вас постирают, да? Тут и постирают, и отожмут. То есть будет достаточно сложный момент. Этот момент будет длиться у вас 4 месяца. 4 месяца просто каких-то неудач и катастроф. Но это будет именно тот переходный период, который поможет вам укрепиться и действительно понять, в чем наши чувства, в чем наши эмоции, в чем мы сильны, в чем мы слабы, куда нам идти, куда нам двигаться. Вы вместе проживете эту черную полосу, вместе ее пройдете рука об руку. Да, будет сложно, да, может быть, будете там спорить, ругаться, драться, все может быть. Но я вижу, что вы вместе идете, потому что вы держите этого человека, вы держите его там, я не знаю, за руку, за пальчик, да, там, за волосинку, вы его вытягиваете. Вы вытягиваете из того болота, из той трясины, в которой он находится. Вы его спасаете. Без вас он бы уже где-нибудь давным-давно закончился. Вот, он это понимает, но пока не принял. Он это поймет, примет. Вы укоренитесь в той мысли, что это ваш мужчина, и это не ребенок, а именно действительно мужчина. Не зря вы растите этот тюльпан, да? Это все не зря. Ваше будущее вот вместе пара людей. Пару людей, здесь брак, причем брак венчанный, брак свыше данный. Понимаете, даже не важно, что вы, например, разных религий. Я вижу, что у вас будет ритуал. Это не просто пошли расписались, это именно какой-то ритуал, посвященный Всевышнему, да, когда Всевышний вас благословляет. Вот что вас ждет в будущем. Но опять же таки, да, если не испугаетесь, если вы не побоитесь вот этих проблем и трудностей, если вы готовы идти, потому что с вашей стороны, девочки, соблазн, вот он мужчина, который с цветком сзади. Вас будет другой мужчина соблазнять, будет вам предложение делать, будет вас там куда-то, я не знаю, там, ну, там подарками, цветами засыпать, а вы уж сами решаете, этот либо этот. Но у вас как к этому идет, а? К тому, которого загадали. Он в вашем сердце живет, он хозяин вашего сердца. Милые мои, все будет неплохо. Да, ждет вас сложные времена, но вы должны понимать, что даже за самой темной ночью всегда приходит прекрасный, новый, светлый, солнечный день. Так и у вас в жизни будет. Всего вам самого наилучшего. Берегите друг друга, любите друг друга, не обижайте друг друга, старайтесь друг другу помогать. Всего вам самого лучшего. На этом все. Всем пока-пока.